Коми антилидер по северо-западу по задолженности оплаты труда. По данным Росстата, на 1 апреля этого года долг по зарплате в регионе более 18 миллионов рублей. Около 460 работников недополучили свои заработанные деньги. Их работодатели в стадии банкротства. Об этом сегодня на оперативном совещании заявила начальник управления Генеральной прокуратуры России по Северо-Западному федеральному округу Нелли Солнышкина. Хочу подчеркнуть, что нарушения законности в сфере оплаты труда, особенно массовые, весьма болезненно влияют на общественно-политическую ситуацию и требуют роста социальной напряженности, в особенности в преддверии предстоящих выборов в Государственную Думу. Поэтому еще раз хочу обратить ваше внимание на важность и необходимость превентивности как в прокурорском надзоре, так и в работе всех уполномоченных органов. Разумеется, что в прошлом году на рост задолженности по заработной плате повлияла пандемия. Чтобы защитить права сотрудников предприятий, прокурорам пришлось применить весь арсенал мер реагирования. Так, благодаря своевременному вмешательству в ситуацию служителей закона 2500 работников Коми получили задержанную зарплату. Прокурорами в течение 2020 года в интересах работников было направлено более 1100 заявлений о взыскании невыплаченной заработной платы на общую сумму свыше 73 миллионов рублей. Всего же средствами прокурорского надзора в прошлом году удалось добиться погашения задолженности по зарплате на сумму свыше 219 миллионов рублей перед 2500 работников. В результате предпринятых мер к 1 января 2021 года нам удалось добиться снижения официально учитываемой задолженности на 47%. Всего же общий размер долга работодателей республики на 1 января этого года снизился на 15% и составил 75 миллионов рублей. Тем не менее, по результатам первого квартала выявлено уже свыше 500 нарушений закона в сфере оплаты труда. Всем работодателям вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.